В ночь на 2 мая ровно в 1:50 радиостанция штаба Берлинской обороны передала: высылаем своих парламентеров, прекращаем военные действия. В 6:30 в плен сдался начальник обороны Берлина генерал Вейдлинг. В 15:00 немецкие солдаты сложили оружие, пал Берлин. В этот день войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Жукова окончательно разгромили берлинскую группу немецких войск. Войска Второго Белорусского фронта, усиливая наступление, заняли города Барт и Росток. Чехословакия, войска Украинского фронта заняли несколько крупных населенных пунктов. Италия, югославские войска освободили город Триест. Москва, в честь взятия Берлина состоялся первый салют. 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. 2 мая, до нашей победы оставалось 7 дней. Семь дней до победы, 7 дней остается до великой даты Второй мировой войны. Это главная история этих дней. Вы смотрите новости Татарстана, в студии Лейсан Сабирова, и коротко о главных событиях этого дня. Вновь погром на кладбище, теперь уже в Зеленодольском районе. Жители деревни в шоке, конечно. Это для нас большая беда, большая трагедия для деревни. С подробностями Адель Кламиц. Сады Шахерезада лишили своих хвойных. Это просто вандализм натуральный. Как неподсчитанные елочки пошли под труп для новых домов. У Альбины Минибаевой. И даже озера горят. Вчера же, что здесь творилось, здесь вот только на одном месте, наверное, тонн 20 было рыбы. Почему в Нижнекамске погибла вся рыба, узнала Александра Севастьянова. Жара бьет рекорды прошлого века. Его аналог 1977 год. Сегодняшний рекорд 27 градусов. К чему идет экстремально жаркий май, узнавал Рамиль Шайдуллин. Сегодня в Москве прощались с участником Великой Отечественной войны, легендой советского спорта Анваром Чанышевым. Он скончался 27 апреля на 92-м году жизни. Анвар Хайдарович был удостоен ордена Боевого Красного Знамени и ордена Красной Звезды. Последние годы жизни возглавлял Центр военно-патриотического и спортивного воспитания в Москве. Анвара Чанышева похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. 90 надгробий разрушены, десятки могил осквернены. В Зеленодольском районе, в деревне Васюкова, неизвестные устроили настоящую вакханалию на кладбище. Местные даже не предполагают, чьих рук это дело. В МВД республики уже началось расследование. Адель Кламец оценила масштаб разрушений. Обнаружили 30-го утром. Около 7 мне позвонили, сказали. Надгробные плиты повалены и разломаны на несколько частей. Где-то торчит арматура, где-то треснула основа. Имам Хатыб местной мечети в ужасе от произошедшего. Это для нас большая беда, большая трагедия для деревни. У всех здесь родственники, покойники. В деревне Васюкова вандалы повредили более 90 надгробных плит, причем действовали очень выборочно. Например, в верхней части кладбища практически ни одна надгробная плита не тронута, и только самая крайняя буквально перевернута. Не тронули злоумышленники и могилу приемной сестры Габдуллы Тукая. Вот в середине кладбища повалили чуть ли не каждый второй памятник. Немыслимо, говорят родственники усопших, многие плиты уже не подлежат восстановлению. Таких людей я человеком даже не могу вот таких людей сказать. Удивились уж, конечно. 3 года назад, что ли, тоже было так же. Погром на этом кладбище действительно уже не первый. В 2012-м разгромили несколько надгробных плит. Правда, виновника ответственности не понес. Признали невменяемым, отправили на лечение. Нашли из соседней деревни, с Козловского района Чувашской республики. Невменяемый человек. Здесь же скорее работала группа, предполагают местные жители. Все 93 поврежденных памятника помечены красным цветом. Следователи уже сняли отпечатки пальцев, а в МВД возбудили уголовное дело. Резонансный случай пока не комментируют, но не исключено, что это те же вандалы, что устроили погром на Новотатарском кладбище в сентябре 2016-го. Не устояли около 100 надгробий. Тогда дело под личный контроль взял президент Татарстана. Было назначено вознаграждение в 1 миллион рублей. Однако злоумышленники до сих пор не найдены. Остается еще и раскрытыми ряд резонансных преступлений. Это вандализм, который произошел на Татарском кладбище. Деревня Васюкова уверены, среди них вандалов быть не может. Живут здесь чуть более 100 человек и очень дружные. Но тот, кто приехал громить, однозначно хорошо знаком с местностью. Ведь кладбище находится не в самой деревне, а в поле неподалеку. И дорогу нужно еще найти.
Адель Кламиц, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район. Из крайности в крайность после заснеженного апреля в Татарстан пришел жаркий май. Температуру 1 и 2 числа синоптики называют даже не аномальной, а экстремальной. В республике объявлен особый противопожарный режим. Сегодня впервые за 40 лет температура воздуха поднялась до 27 градусов. К чему привела первая жара, выяснял Рамиль Шайдуллин. Так в Нижнекамске горит около дач. За неделю тушить траву и сухостой пожарные выезжали 6 раз. Пламя бушевало в черте города и на окраине. Пожары Татарстана – тренд Инстаграма. Фото с огоньком набирают десятки лайков. Вот поток идет, и вот этот теплый поток, он идет к нам. Жару в начале мая синоптики объясняют совпадением. Одновременно идут южные потоки и вращается атмосфера. В результате небывалые температуры. Впервые за 40 лет 2 мая по-летнему жарко. Сегодняшний день это его как бы аналог 1977 год. Но сегодняшний рекорд он снова перебивает 27 градусов. Высокие температуры сжигают поселки. Больше половины Бубновки в Иркутской области сгорело дотла меньше, чем за сутки. Причина – искры, ветер и жара. Пожары в Краснодаре. Жару аномальную для мая ощущают по всей России. Претензий к жаре нет в столице Татарстана. 2 дня напитки повышенного спроса, лимонад и квас уходят как летом, но работать приходится до позднего вечера. Продавцы понимают, от жары покинешь прилавок и потеряешь клиентов. Я дверь открываю, у меня здесь этот сквозняк. Топ-5 способов пережить жару от казанцев: пить больше прохладительного, не выходить на солнце или наоборот, загорать. 2 дня – идеальное место отдыха для многих – газон. Самый момент такой, когда начинает столько жарить, самый хороший, прекрасный загар. Мы для этого пришли и загораем здесь. 27 на термометре. Казанцы загорают на улице, но предупреждают синоптики, такое удовольствие временно. Вот так, ветром начинается похолодание. Завтра днем по республике мы ожидаем 18-23 градуса тепла. И при прохождении атмосферного фронта ожидаются осадки в виде дождя. Подтверждение – вечерняя непогода. Синоптики подсчитали, теперь холодать будет вплоть до 5 числа. Ночью по Татарстану температура опустится ниже нуля. Внезапное лето в начале мая так и осталось исключением, а не правилом. Рамиль Шайдуллин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Нижнекамск, Казань. Мертвый берег, Нижнекамское озеро Прось, буквально завалено гниющей рыбой. Это не первый случай массовой гибели на татарстанских водоемах. 13 апреля то же самое творилось на речке рядом с поселком Займища. Что за напасть косит косяки татарстанских рыб, разбиралась Александра Севастьянова. Просто это такое горе. Смотришь, я не знаю, я всегда мальки, когда видишь малька, что рыба вышла, я радуюсь, например. Лучше бы все это наловили, да? Конечно. Александр сетует, такого не видел никогда, хотя рыбачит здесь уже давно. От увиденного признается в шоке. По всему берегу погибшая рыба. От мелкой до крупной попадаются даже 10-килограммовые сазаны. Местные рыбаки уверяют, даже сами здесь таких никогда не ловили. Вчера, что здесь творилось, только на одном месте, наверное, тонн 20 было рыбы. Вся видите, какая крупная рыба, вся икряная. По словам специалистов рыбнадзора, возможно, это последствия так называемого горения озера. Это когда из-за отсутствия кислорода подо льдом погибает рыба. Чтобы такого не случилось, нужно вовремя сделать как можно больше отверстий во льду. Причем в Нижнекамске периодически этим занимаются, но, видимо, не помогло. Мы, конечно, помогаем, то есть мы участвуем в таких акциях, и общественность привлекаем. Это минусом не будет, так сказать, и наши прямые обязанности. Это уже второй такой крупный случай мора рыбы за месяц. 13 апреля рядом с поселком Займище также погибла вся рыба и даже ондаторы. Тогда экологи по результатам проб дали заключение. Причина гибели – нехватка кислорода. А вот из-за чего в Нижнекамске погибли судаки и сазаны, станет известно уже после экспертизы через 10 дней. Александр Севастьянов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Сады Шахерезады опустели. На территории Семиозерского сельского поселения в садовом обществе с поэтическим названием «Елки и сосны пошли под снос без единого акта о вырубке». Альбина Минибаева узнала, для чего срубили деревья. Вместо лесопосадки из елок и сосен одни пеньки. Техника теперь расчищает территорию. Садовое общество сады Шахерезады за короткое время лишилось несколько сотен хвойных. Для того, чтобы вырастить, это нужно десятилетие. И за полдня все это вырубили. Сегодня здесь многолюдно, пригнали технику и рабочих. Они здесь что будут делать? Дома будут строить? Ну да, дома, дачи.
Бывшая лесопосадка граничит с госзаказником «Голубые озера». Минлесхоз республики подтвердил, за территорию отвечает администрация Высокогорского района. На участок с хорошей экологией быстро нашлись желающие. Вы купили 5 участков, уже как бы продали? Месте, да? Да, вот именно здесь где-то. А насколько это законно, я не знаю. Я вам покажу документы. Вот все в порядке, нормально. Мы спокойно пообщаемся. Вот Пообщаться без камеры и микрофона, так представитель владельца территории пытался доказать, что с документами все в порядке. Но вот когда дело дошло до проверки, оказалось, что каждое дерево легло под топор без подсчета. Ордер на земельные работы вы получили? Ордер на земельные работы. Так. Это не то. В планах владельца территории здесь построить новые дачные домики, но сейчас вся техника приостановлена, и когда она снова заведется, пока неизвестно. Инспекторам необходимо предварительно оценить ущерб, но сколько было вырублено деревьев, сейчас уже не подсчитать. Каких-либо разрешительных документаций у него на вырубку деревьев и на ведение земельных работ нету. Нами будет возбуждено административное расследование, в рамках которого будет проведена проверка соответствующая. Во время съемок нашего репортажа техника встала. Дальше работы могут возобновиться только после того, как будут собраны все разрешающие документы. А вот за каждое срубленное хвойное дерево владельцу территории придется ответить 3 посаженными. Альбина Минибаева, Марат Зайдуллин, Елизавета Пастухова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Высокогорский район. Срочная операция требуется жительнице Кукмарского района. У 23-летней Гульназ Салямовой развивается тяжелая форма нейромышечного сколиоза. Помочь вернуться московские врачи. Цена вопроса почти 2,5 миллиона рублей. Если каждый из нас перечислит хотя бы рубль, Татарстан соберет для нее 3 миллиона рублей. Мой диагноз ДЦП, и до возраста 13-14 лет я передвигалась с помощью костылей. Но потом болезнь резко ухудшилась, развился сколиоз. У Гульназ Салямовой тяжелая форма нейромышечного сколиоза. За счет искривления позвоночника сдавливаются внутренние органы. Ситуация непростая, но выход есть. Выпрямить позвоночник могут в Москве, но операция стоит 2,5 миллиона рублей. И тогда первое пришло в голову — это создать свою группу ВКонтакте. И первое время меня очень поддержали мои друзья, знакомые. Сегодня в группе помощи Гульназ Салямовой более 2500 подписчиков. Гульназ не теряет надежды на полноценную жизнь. В этом году она получит диплом, дистанционно заканчивает Казанский инновационный университет. А еще пишет эссей, вышивает картины. Нужно побыстрее собрать оставшуюся сумму, а это 450 тысяч, и сделать операцию. Молю Аллаха, чтобы операция прошла успешно. Сейчас у меня из-за нарушения сколиоза приходится себя во многом ограничивать, а после операции, то есть у меня уже возможности больше появится. Информация для тех, кто готов помочь. Сейчас на экране важна любая сумма. Марсель Аскаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Кукмарский район. Это новости Татарстана, и далее в выпуске. По делам и по-соседски. Выбираешь себе дом, выбирай соседа. Что временно исполняющий обязанности главы МРИЭЛ изучал в Татарстане, узнал Дмитрий Аринин. Бессмертный полк на передовой. Обязательно с семьей вместе всегда ходим. Как готовиться к 9 мая, расскажет Светлана Звонарева. Сегодня в Татарстан с полуофициальным визитом приехал исполняющий обязанности главы МРИЭЛ Александр Евстифеев. На эту должность его после отставки предыдущего губернатора назначил Владимир Путин. Новый руководитель принимает дела и знакомится с хозяйством. Почему он приехал в Татарстан, к соседям расскажет Дмитрий Аринин. Добрый день. Мы рады приветствовать вас на гостеприимной Алексеевской земле. В Алексеевском районе и в одноименном народном предприятии в Рио главы МРИЭЛ Александра Евстифеева встречают сразу 3 девушки в национальных костюмах. И это неудивительно. Здесь, как подсчитали, работают представители аж 6 национальностей. И по совпадению здесь строится 6 коровников. Инвестиции в это дело вложил владелец крупного сельхозпроизводственного кооператива из МРИЭЛ Иван Казанков. Собственно, он и привез нового руководителя региона показать ему свои владения. Александр Александрович, я только тут проезжаю на машине прямо. Не хожу. Да. Принцип очень хорош. Чем, Александр Александрович? Корова сама знает, что ей делать. А это уже сельхозпредприятие в Алькеевском районе.
Отсюда из села Стиктермех-Узангаева Иван Казанков родом. И здесь бизнесмен решил открыть коровью ферму и цеха по переработке крупы и производству масла. Мы прибыли посмотреть сам технологический процесс. Мы видим, что этот бизнес разноплановый, он перспективный, все востребовано. Самое передовое хозяйство в республике. И самое высокотехнологичное с заключительными циклами переработки и до реализации в своих же магазинах. Отметим, сам Александр Евстифеев родом из Челябинской области. По образованию юрист. До своего последнего назначения более 10 лет возглавлял арбитражные апелляционные суды Москвы и Московской области. А в начале 2000-х был заместителем Приволжского полпреда президента. Есть такая в России поговорка очень расхожая: выбираешь себе дом, выбирай соседа. А вот соседство двух национальных республик я рассматриваю как очень симптоматичное, имеющее безусловную перспективу на поиски точек соприкосновения. Такие точки соприкосновения обещали найти в разных сферах, и не только в сельском хозяйстве. А уже в этом году Александр Евстифеев может избавиться от приставки в Рио. Выборы главы МРЭО назначены на сентябрь. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Алькеевский, Алексеевский районы. А в Азнакаевском районе фермы остались без скота, а животноводы без постоянных рабочих мест. Сегодня из обанкротившегося крестьянско-фермерского хозяйства в селе Тойкино Азнакаевского района судебные приставы за долги забрали 130 голов крупного скота. Что стало причиной банкротства некогда одного из самых крупных хозяйств района? В нашем репортаже. Для судебных приставов прийти и забрать скот – работа, а животноводы, что еще вчера выполняли свои обязанности, сегодня безработные. 900 голов крупного рогатого скота, 3000 свиней, множество овец. Уже в прошлом. Сегодня долг в 6 миллионов рублей. Более полумиллиона по зарплате. Однако 16 человек продолжали трудиться на ферме. Февралевскую мы еще не получили. Декабрьскую, январскую зарплату мы в марте получили. Вот я последний раз получил за март прошлого года. Последние дни в сельском хозяйстве? Наверное. А сколько посвятили себя сельскому хозяйству? Ну уж, начиная с 2004 года. Прощание с фермой и надеждами. Хотя к проблемам привела нерентабельность производства, уверен владелец, нет возможности обрабатывать землю и прокормить скот. Круглая сумма перед бюджетом, ресурсоснабжающими организациями, работниками и кредиторами. Имущество истребуется и в дальнейшем будет реализовываться для соразмерного удовлетворения кредиторов. Торги будет, аукцион будет 8 июня. После этого, значит, имущество должно быть распродано и рассчитано со всеми кредиторами. 130 голов крупного скота до распродажи на аукционе перевезли в другое место. Такая участь ждет и овец. Судьба 16 лошадей под вопросом. Здесь есть желающие, есть, значит, два фермера. Они хотят, значит, здесь реконструкцию сделать и хотят размещать скот. Администрация района берет непростую ситуацию под контроль. Людей обещают обеспечить работой. Хотя здесь ее найти непросто. А землю начнет обрабатывать другой агрохолдинг. Лисан Сабирова, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Азнакаевский район. Он возвращает из прошлого лица. Уникальный судмедэксперт работает в Татарстане. Наиль Рахматуллин буквально читает по останкам и восстанавливает черепа для историков-исследователей. С экспертом пообщалась и Александра Севастьянова. Видно, что подбородок будет острый, раздвоенный. Спинка носа будет с горбинкой. Мужчина лет 45, судя по берцовой кости, высокий и крупный. Первичные выводы по силу многим судмедэкспертам, но только Наиль Рахматуллин способен воссоздать внешность. Методика распространенная, но специалисты, можно сказать, по пальцам можно перечесть, кто занимается этим на профессиональном уровне, то есть и в рамках судебно-медицинских экспертиз. По данным историков, эта женщина жила примерно в 14-16 веках нашей эры. Именно в такую молодую привлекательную девушку превратились останки, найденные в селе Танкеевка Спасского района. В руках судмедэксперта череп стал бюстом. Работа была непростой. Если в первом случае внешность навскидку можно было прочесть благодаря ярко выраженным особенностям черепа, то здесь облик собрался после сложной процедуры реконструкции. Чтобы построить один только глаз, нужно учесть 25 признаков. Форма глазницы, да, вот у женщин она более круглая, у мужчин квадратная, опущенная. Похож оригинал на реконструкцию или нет, судить может каждый, но
но с фактами не поспоришь. Благодаря работе Наиля Рахматуллина уже раскрыто несколько криминальных дел. К примеру, этих людей опознали по его портретам. Череп фиксируется в немецкой горизонтали, фотографируется. Накладывается толщина мягких тканей, она потом коррелируется в связи с формой черепа. Из этого получается вот такой вот контур, который потом штрихуется, чтобы уже приобрести портрет. Сейчас Наиль Рахматуллин проводит от 5 до 10 графических экспертиз в год. Примерно четверть всех его клиентов уже опознана, а опыт успел получить признание. За реконструкцию болгарского миссионера-эксперт и его коллеги стали лауреатами конкурса «Акчичакляр» в номинации «Уникальный случай». Тогда он смог не только идентифицировать череп, но и составить психологический портрет человека. Страдал хроническим заболеванием позвоночника, отсюда плаксивость и раздражительность. Одной из версий является, что это святой Феодор, философ камский. Сама скульптура хранится сейчас в Болгаре, в болгарском музее. Метод графической, скульптурной, антропологической реконструкции сейчас в России широко не используется, хотя такой способ работу как следователей, так и историков поднял бы на новый уровень. Александра Севастьянова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. И возвращаясь к главной теме этих дней. 9 мая уже традиционно россияне пройдут в колоннах Бессмертного полка. 10-й год шествия с портретами фронтовиков – одна из самых зрелищных и торжественных частей Дня Победы. В Татарстане тысячи людей уже начали готовиться к праздничной акции. Сергей Борисов третий год готовит транспаранты с портретами фронтовиков. Говорит, заказов с каждым годом все больше. Ему и самому есть о ком вспомнить в этот день. Тоже к этому причастен, как, наверное, любая наша семья. И я рад, что возникло такое движение, и что люди по истечении стольких лет все это помнят, благодарят и гордятся нашими дедами. 50 тысяч нижнекамцев приняли участие в акции памяти в прошлом году. В этом желающих пройти в колонии Бессмертного полка будет не меньше, уверены организаторы и сами горожане. Это же наш долг, наши деды воевали на войне. Вот. Мы обязаны их чтить и вспоминать. Готовятся к важному событию челнинские школьники. Остались последние штрихи. Таблички уже готовы. Теперь ребята клеят фотографии участников Великой Отечественной. Этот человек, он не является моим родственником. Мы проводили исследовательскую работу. Его фотографию нам выдал Совет ветеранов. Он участвовал во Второй мировой войне. Мы рассчитываем, что количество людей в этом году будет больше, чем в прошлом году. Потому что и заявок очень много, желающих очень много. Можно даже и не записаться. Некоторые просто приходят с портретом. 9 мая в городах республики в 15 часов начнет свое шествие Бессмертный полк, как дань памяти и уважения тем, кто отдал свои жизни ради мирного неба будущего. Светлана Звонарева, Анастасия Попова, Ксения Антонова, ТНВ, Нижнекамск, Набережные Челны. Эфир продолжит программа «Вызов 112». Его искали всем городом, не теряли надежду. Но, увы. Где тело сына обнаружила жительница Нижнекамска. Подробности через несколько минут. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. О деловых новостях республики прочитать в интернет-газете «Реальное время». Далее выпуски спорта и прогноз погоды. До встречи в 21:30. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болгарадиосы. Мы первые в Татарстане. За прошлый год в России произошло 11 взрывов бытового газа. Погибли 33 человека. Одна из причин взрывов – износ газового оборудования и нарушение в его установке. Трагедий можно избежать, если пройти ежегодное техническое обслуживание. Работники Горгаза одеты в форменную одежду и предоставляют удостоверение. Они проверят установку оборудования, наличие тяги, герметичность соединений и работу приборов. После работ заполнят нужные документы. Техническое обслуживание газового оборудования – залог вашего спокойствия. «Газпром Трансгаз Казань» на страже вашей безопасности. Весь май в Мебельграде распродажа. Скидки на 100% мебели. Спасибо, что после битв и ранений, после потери горя, нашли в себе силы для новых подвигов. Спасибо за страну, которую вы подняли из руины пепла. Для нас, ваших потомков.
Казань-Оргсинтез поздравляет с Днем Великой Победы. Не пропустите! Только 6 и 7 мая новое световое шоу «Дыхание моря» в Набережно-Челнинском дельфинарии. Бронирование и покупка билетов на сайте. Только в мае. Удача в придачу в аквапарке «Ривьера». Приходи и получи гарантированный приз. КАМ «Энергостройпром» – одно из крупнейших предприятий по производству железобетонных изделий в России. Более 3000 наименований. Модернизированное оборудование, современная аттестованная лаборатория, строгий контроль качества на всех этапах производства. Вот секреты нашего железобетонного преимущества. Продукция поставляется в любую точку России и ближнего зарубежья. КАМ «Энергостройпром» – это стабильность, качество, надежность. Птицефабрика «Челны Бройлер» начала продажу цыплят-бройлеров оптом и в розницу. Стройбаза 8. Телефон 74 77 57. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. 2 хоккеиста Акбарса вызваны в молодежную сборную команду России до 20 лет. Это защитники Николай Богатов и нападающий Владислав Кара. Турнир Кубок Черного моря пройдет в Сочи с 25 по 29 мая. Тем временем основные игроки Акбарса уже сыграли за свои сборные. В заключительном матче чешских хоккейных игр Владимиру Ткачеву не удалось отличиться. Сборная России одержала победу в серии буллитов со счетом 4-3, в которой очередь до Ткачева не дошла. Итого в 2 матчах у Владимира 3 голевые передачи и показатель полезности +1. Российская сборная заняла 3-е место. Состав команды для участия в чемпионате мира будет объявлен в ближайшие дни. А сборная Финляндии обыграла принципиальных соперников из Швеции со счетом 3-2. Еще один барс Атте Охтума принял участие в голевой атаке, которая стала победной в матче. К другим темам. На Олимпийском стрельбище в Ларнаке продолжается розыгрыш 3-го этапа Кубка мира по стендовой стрельбе. Во второй день соревнований стрелки разыграли 1 комплект наград в упражнении «Скид» среди мужчин. Татарстанец Николай Теплый поразил по итогам отбора 120 мишеней из 125 возможных. Однако этого результата не хватило нашему стрелку для того, чтобы завоевать путевку в финальный раунд. Завтра, 3 мая, победителей в дубль-трапе определят мужчины. И свои медальные надежды татарстанская школа стендовой стрельбы связывает с 2 стрелками: прославленным олимпийцем Василием Мосиным и многократным победителем всемирных студенческих игр и действующим чемпионом России Александром Фурасевым. И уже завтра в Казанском дворце водных видов спорта стартует чемпионат России по прыжкам в воду. В соревнованиях примут участие 160 спортсменов из 14 субъектов России. В рамках чемпионата спортсменам предстоит показать программу прыжков с 3-метрового и метрового трамплина, а также с 10-метровой вышки. Сильнейшие прыгуны определятся в 4 дисциплинах: индивидуальные прыжки, синхронные, смешанные и командные соревнования. Результаты турнира в Казани также будут учитываться при формировании списков сборной команды России. А чемпионат мира ФИНА по водным видам спорта этого года, напомним, пройдет в столице Венгрии, городе Будапешт. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. В погоде наметились изменения. В предстоящие сутки ожидается небольшое понижение температур и осадки. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана будет малооблачно. Во второй половине дня ожидаются осадки. Ночью будет до 11 тепла, а днем плюс 25 градусов. На северо-востоке малооблачно, во второй половине дня пройдут дожди, ночью плюс 14, днем плюс 21 градус. На севере республики переменная облачность, ночью будет до 14 градусов тепла, днем же пройдет дождь, температура воздуха составит плюс 24 градуса. На северо-западе ожидается переменная облачность и дожди, ночью плюс 13, днем же до 20 градусов тепла. На юго-западе в первой половине дня ожидаются осадки в виде дождя. Ночью будет плюс 13 градусов, днем же до плюс 21. В центральном районе республики переменная облачность, ночью плюс 13, днем же пройдут дожди, местами сильные, температура воздуха составит плюс 24 градуса. В последующие сутки ожидается значительное понижение температур. В предстоящие сутки в Казани ожидается переменная облачность, днем пройдет дождь. Ночью будет около 13 градусов тепла, днем же до плюс 20. Ветер западный умеренный.
Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Магнитное поле Земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.